вот занимайтесь гуманитарными вопросами, а что касается политики, вот вы туда не лезьте. Вот что они хотят сказать своему обществу. Вот помогайте, то, что мы вам не сделали, да, вот не помогли сиротам, вы занимаетесь сиротами, а мы на своих чиновничьих таких, да, в креслах будем пользоваться всеми благами, да, тратить как хотим налоги и так далее. Вот что они хотят. Что делает, что этот закон утверждает, законопроект, да, и что будет, если этот закон будет принят? Там дается очень такое расплывчатое и широкая, да, интерпретация, что такое политическая деятельность. Что делает и как сегодня чиновники объясняют своему обществу, что ради Бога, вот не занимайтесь политикой, а в остальном вот делайте вот так. А что они понимают под политикой? Это вот даже вот то, что мы сегодня даем пресс-конференцию, мы никогда этого не сможем сделать. Если мы хотим сказать, что, вы знаете, вот там, тот или иной чиновник, даже если мы напишем письмо министру и напишем, что ваш чиновник недобросовестно что-то там сделал, это будет приравнено, что мы занимаемся политической деятельностью. Если мы дадим какой-то анализ или заключение какому-то законопроекту в парламенте, который мы видим, что нарушает права, или там, не знаю, ущемляет интересы Абхазии, или же нарушает суверенитет Абхазии, мы об этом говорить не сможем, потому что это заключение будет приравнено к политической деятельности. Наши власти хотят сказать, что они хотят вот уже утвердившееся понимание того, что такое политика и политическая деятельность. Мы все знаем, что политическая деятельность – это когда есть вот как это политическая борьба за власть, за политическую власть. Да? Вот это и есть политика. Все, чем мы занимаемся, критикуем мы власть, критикуем мы законопроекты, какие-то подзаконные акты. Это гражданская политика, это общественная деятельность. Гражданское общество, если не будет гражданского общества, да, если не будут эксперты говорить об этом, а они вот как бы эксперты, которые не находятся во власти и так далее. Мы же понимаем, что сегодня очень сложно людям во власти, даже прекрасным экспертам, специалистам дать адекватную оценку, да, там, или сделать анализ тех или иных законопроектов, потому что так получилось, что за 30 лет люди зависимы стали от своих там, начальников, и им указывают, что и как говорить. К сожалению, так у нас в стране происходит. И они боятся, что их снимут с работы, что они лишатся каких-то преференций, привилегий и так далее, и они молчат. Если не будет гражданского общества, которое будет это все артикулировать и давать оценку тому, что происходит в нашей стране, значит, будет полное молчание. Значит, власть будет делать все, что считает нужным. Да? И чтобы вы понимали, все это делается для того, чтобы власть спокойно продолжала обворовывать эту страну. Мы же знаем, что мы сегодня не можем получить, да, у нас это нет публично, отчеты не представлены, да, на расходование бюджетных средств исполнительной ветвью властью, расходование бюджетных средств парламентом, скажем, или же муниципальными органами, ну, местными органами самоуправления, министерство как расходует наши деньги. У нас нет этих публичных, понятных для общества отчетов, и они и не будут. Когда все будут молчать, и никто не будет этого требовать, а попробуют потребовать, значит, они будут лишаться своих всяких. Сегодня, в отсутствие этого закона, вот договорю последнюю мысль, в отсутствие этого закона люди боятся высказываться. А знаете почему?
Потому что Саид уже об этом сказал. Потому что если это бизнесмены высказали свою точку зрения или подписались под обращением, да, значит к ним направляется УБЭП и все остальные органы, проверяющие и так далее. Сегодня бизнес стоит у многих людей, потому что они выразили свою гражданскую позицию. Я не знаю, могу я об этом говорить или нет, но у того же Ливана Мика очень придраться невозможно юридически, но все так делается. Мы же знаем, какие рычаги могут существовать, да? Все так делается для того, чтобы люди лишались своего бизнеса, люди лишались каких-то, не знаю, многие занимаются мелким бизнесом, и на них насылаются разные контрольные органы.